Новые пути развития успешно находят и в Коми. Одна из сыктывкарских швейных фабрик расширила линейку продукции. Хотя еще в марте об этом не было и речи. Из-за высокого курса доллара не могли заказать сырье. Производство оказалось едва ли не на грани закрытия. Тогда фабрика выпускала в основном теплую флисовую одежду. Сегодня в ассортименте изделия для разных сезонов и даже легкий трикотаж. Чем живет предприятие, узнала Ольга Коняева. Известная в Коми швейная фабрика по производству одежды из флиса работает с тканями высокого качества. Заказывает материалы по своим характеристикам в других странах. Вот, например, вот эту ткань невозможно приобрести в России. Ее нет ни одного поставщика, но при этом из-за того, что она очень плотная и пользуется спросом, нам приходится заказывать ее в фабрике напрямую. Вот, и мы пишем техзадания, что мы хотим. Внутренняя сторона, чтобы была барашком, да, здесь воздухообмен, он лучший, соответственно, как под пуховым одеялом ты находишься, тепло. Лицевую сторону мы хотим микрофлиса, плотность мы хотим там 550 грамм на квадратный метр. Начало марта потрясло высоким курсом доллара. Ждали падения, максимально долго используя старые запасы. Сегодня цены вернулись на прежний уровень. Единственное, что еще хочу отметить, это логистика. Логистика поставщика немножко удлинилась, то есть сроки поставки ткани они увеличились из-за того, что многие пути закрыты на сегодняшний день и приходится вот через другие страны завозить материал, а материал весь, который мы используем, он весь из-за границы, то есть если это хлопок на лето, это в Турция, да, если это Китай, если это флис, да, то это Китай и восточные страны. Южная Корея, то есть как бы там логистика она тоже удлинилась, маршрут поставки. Швейная фабрика с первых дней работы одевает жителей Коми в теплую флисовую одежду. Сегодня ассортимент куда шире. В ассортименте у нас мужские, допустим, куртки, женские куртки, полупальто мы женские делаем. И очень много у нас детского ассортимента. Также мы аксессуары изготавливаем. Аксессуары там тапочки, рукавички. Ровные симметричные строчки, аккуратно обработанные края, нитки, фурнитура в цвет изделий. Всегда держать марку. Так было задумано еще 22 года назад, когда было всего 2 кабинета. Начиналось все в 2000-м с пары швейных машинок и нескольких человек коллектива. Флисовая одежда тогда была в новинку в регионе. Со временем производственный процесс усовершенствовали, закупили новое оборудование для пошива более сложных моделей. Сейчас, чтобы конкурировать, предприятие каждый сезон отшивает новую коллекцию. Сегодня свой магазин и вместительный швейный цех. Оборудование высокой производительности, 2000 изделий в месяц. Работа конструктора автоматизирована, лекала по введенным расчетам, чертит программа проектирования одежды. Это экономия времени и абсолютно ровные линии. Графическое построение на компьютере сначала в программе делаем, мы делаем раскладку и уже переводим в масштабе 1 к 1, мы распечатываем на плоттере. Мощности пока задействованы не в полную силу. Есть куда расти. Каждый год объем производства больше на 20%. Несколько лет шили и школьную форму, но позже от идеи отказались в пользу своей традиционной концепции. Добавляют в работу современные фасоны, новые ткани, водонепроницаемые с мембраной. Сейчас появился и легкий трикотаж. Хочется шить на молодых, на более высоких, динамичных, стройных, модно, чтобы это все как-то так более было в ногу со временем. Вот. И это, соответственно, тоже отмечают наши покупатели, что как бы у вас очень сильно поменялся ассортимент, и мы этому очень рады. Продукция фабрики уже представлена на маркетплейсах. У бренда есть постоянные ценители. И гости республики, говорит производитель, обязательно увозят с собой теплую одежду местного производства. Ольга Коняева, Яков Шлегель, телеканал Юрган.